Уважаемые главы делегаций, от имени народа Кыргызской Республики и от себя лично сердечно приветствую вас на благодатной и гостеприимной кыргызской земле. Необходимо отметить, что Содружество независимых государств было создано более 30 лет назад в период серьезных геополитических изменений. Отрадно, что Содружество объединяет нас на основе общих ценностей и давно зарекомендовало себя в качестве ключевого инструмента, прежде всего для укрепления дружественных и добрососедских межгосударственных отношений, учитывающих интересы стран организации. Как вы знаете, в прошлом году Кыргызская республика председательствовала в органах Содружества независимых государств, успешное проведение которого было отмечено в ходе заседаний всех уставных органов Содружества. Прежде всего, хотел бы отметить, что главный акцент в нашей работе в рамках председательства был сфокусирован на укреплении доверия и безопасности в регионе, создании условий для расширения экономического партнерства, повышения авторитета Содружества. Подтверждая приверженность Кыргызской республики к укреплению интеграции государств-участников СНГ и наращиванию взаимодействия в многостороннем формате, хотел бы обозначить, что со времени своего создания Советом руководителей органов безопасности и спецслужб проводится неоценимая работа по укреплению безопасности Содружества, реализуются практические шаги по наращиванию плодотворного многостороннего сотрудничества и взаимодействия в сфере противодействия современным вызовам и угрозам. Наиболее острой в сфере безопасности хотел бы обозначить проблему терроризма и экстремизма. Кыргызская республика решительно осуждает терроризм в любых формах своего проявления, который превратился в одну из опасных по своим масштабам, непредсказуемости и последствиям общественно-политических и моральных проблем. Ни одна страна мира не в состоянии в одиночку справиться с угрозой терроризма. Необходимо отметить, что в последнее время сформировались новые террористические риски и угрозы. Наибольшую опасность представляют кибербезопасность и кибертерроризм. В данном контексте важную роль играет подписание совместного с моими коллегами в рамках заседания Совета глав государств СНГ в октябре 2022 году в Астане программа сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023-2025 годы, которая является востребованной и актуальной. Кроме того, в прошлом году принята государственная программа Кыргызской республики по противодействию экстремизму и терроризму на 2023-2027 годы. Данная стратегия в комплексном виде отражает вызовы и угрозы, формирует цели и задачи и закладывает четкий алгоритм совместных действий как государственных органов, так и всего общества для противодействия экстремизму и терроризму. Уважаемые главы делегаций, можно с уверенностью сказать, что Совет глав спецслужб сегодня является одной из важных структур по борьбе с экстремистско-террористической угрозой, которая принимает все большие масштабы. К сожалению, происходящие изменения в мире, характеризующиеся растущей неопределенностью, турбулентностью и конфликтностью, а также последние трагические события 22 марта этого года в подмосковном Крокус-Сити-Холл с многочисленными человеческими жертвами, вновь продемонстрировали необходимость усиления роли спецслужб, совершенствования их работы и совместных усилий по обеспечению безопасности наших государств. Следует отметить и попытки заинтересованных государств и их спецслужб, других враждебных транснациональных организаций оказать выгодное для себя влияние на внутриполитическую ситуацию в наших государствах, используя любые факторы и условия от искусственно подогреваемых протестных проявлений до провокаций различных конфликтов. Все это имеет общую цель диктовать нам свои условия в ущерб интересов наших народов и вбить клин в наши союзнические, братские отношения, сложившиеся веками. В этих условиях решения Совета являются залогом обеспечения безопасности наших государств. Я, как глава государства, хотел бы отметить ваш ратный труд, который обеспечивает поступательное развитие наших стран, за что выражаю огромную благодарность вам. Уверен, что итоги
работы 54-го заседания Совета создадут необходимые условия для дальнейшего укрепления и углубления совместного взаимодействия. Хотел бы еще раз поприветствовать вас, пожелать вам успехов, плодотворной работы в рамках заседания, а также приятного пребывания в Кыргызстане. Спасибо за внимание.